الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. То, что в горах аварцы, нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Пол Дагестана баб снимаются в Дубае, пол Дагестана, и это знает весь Дагестан. И те же самые ваши мужья с ними тусуются, и ваши семейные деньги дают за вот этих шлюх, и оплачивают, и прочее, и вы их палите, и потом вы говорите, что виноваты какие-то другие. Прежде чем видеть чей-то сторис в Дубае, наверное, вам нужно будет закрыть весь поток вылета женского, чтобы блядство дагестанское вот здесь не распространялось. Давайте не будем говорить о том, что какие-то сторисы мои вызывают какой-то дисбаланс у нас в Дагестане. Половина шкур, блядь, дагестанских здесь сидит. О чем вы говорите? Умоляю. Давайте будем выкладывать все страницы, чтобы ваши мужья и ваши жены и прочие видели и знали, сколько кто стоит и кто кого снимает. Ты готов говорить обо всем прямо, недвусмысленно, в лоб? Махачкала сегодня является неофициальной столицей геев на Кавказе. То, что у нас, оказывается, в городе есть 2 гей-клуба в центре города. На вид брутальный, там, с бородой, будет иншаллах, машаллах, говорит. Но при этом он любит мальчиков. Мы также будем упоминать вот этих людей. Эту сторону никто не упоминает, кроме религиозных деятелей, и то изредка. Знаю тех, кто были ахишками, сегодня они законченные заднеприводные. Чуть ли не 85% девушек лесбиянки, которые прямо сосутся у себя в столовой. И это, еще раз говорю, это и среди спортсменов, именитых спортсменов, среди представителей власти. Наркотики, тот же мефедрон, какую роль играет в этом? Это положение именно где вот это сообщество заднеприводных. Вот, пожалуйста, спортсмены. Он ничего убрать, ребята, Аллаху Акбар, резано, шату, молодец. Шалай еще, бедарил, шаги. Тетла, что Мухаммед Червер, он слушал, اسمه غير бош, иншаллах, рахманы. اسمه حيوكسي нету, зубы штыгишь нету. Ирга, это было все бордель, шаги, если не в борделе, да?
Erbo, dahi, vaša, ati, mogu. Худой ночи, шадыш, не дуй, мог что и, хочу бы окна обусал выйду. Ассаляму алейкум. Марш Войл всем. Салев, Вот, приветствую. Карен, приветствую, Барадес, Карен. Скоро этот наш брат, этот, Ахмеджан, Арман Сарукян возьмет, не будет чемпионом, первым армянским. Иншаллах. Единственное, что мне, как бы, я бы не советовал связаться с этими мусульманами, потому что он как бы свой имидж ломает. Но он умный, хитрый, он знает, он с Хамзатом вяжется, чтобы борьбу потянуть. Молодец, в этом плане он умный. Куда вы пропали, Салев? Давно вас не было, не слышно, не видно. Я был на хаджи, был в Мекке, Медине, был на Умре маленькой, большой, потом на хадж пошел. Много денег арабам оставил. Все свои сбережения, которые я копил всю свою жизнь. Повез туда, денежку отдал им. Умру сделал. Летали на Аль-Бураке или пешком ходили? И пешком прошелся там между Меккой и Мединой специально по стопам нашего пророка, величайшего, одного из лучших из людей. Потом, поэтому да, а потом еще там разделся, одел это арабскую эту белую простыню, ну, ходил полуголый, без нижнего белья, клеился к женщинам чужим, к мужчинам сзади пристраивался. Ну и ко мне пристраивались, конечно же, но я все-таки выдержал этот напор. Приехал, вот сейчас вот решил, думаю, поприветствую наших дорогих братьев, афишек, ухтишек. Мы скучали, ждали. Что хотелось зачитать несколько сур и аятов для полного счастья. Аллаху, я хотел зачитать несколько сур и аятов. Нам прибыли наши друзья РБ, Эдисон. Эдисон Славянский, как ваш там этот отель в Москве? Вы его продали или у вас его отобрали? Он уже Редисон называется, а не Эдисон. Эдисон, да. Забрали наше вот это все. Наше все забрали. Эдисон Славянский. Кстати, наш брат тоже мусульманин. Этот, как его? Умар Джабраилов застрелился. Вы представляете? Как легко они стрелятся. Это, может быть, был самострел или как? Или его убрали все-таки? Убрали, скорее всего, после этого интервью, в котором он гордо рассказывал, как он открывал дверь Кремля. Этим визуалом, да, с Эпштейном. Но его подкидывали, это же все ФСБшное, как бы, еще с КГБ советские вот эти закидушники. Эпштейну деньги давали, завозили всех западных людей, политиков, заводили туда на этот остров. А всех потенциальных будущих политических деятелей они обмазывали этим дерьмом всем. Там присоединился Галгай Арстхом Мухаммад. Так, ну, так, сейчас мы прочитаем. Да, вы действуете в темноте. Вот. Галгай Да. Арстхом Мухаммад. И вас видно, да? Когда темно и вы действуете, да? Мухаммад. Вас насквозь видно. Идущий на смерть Вы мусульмане горите. Галгай Мухаммад. Приветствую пидорасов из нации пидорасов Лохчи. Сейчас бутылочников, полупоклонников. Музмахмад, вы можете ругаться. Полупоклонников, пидорасов. Подождите. Аминки, Висханки. Подождите, это все валится от вас. Подождите, успокойтесь. Мы же вас не И закрываем, шлюшек мы же вам штатов, вернули. да, и шлюшек Просто штатов, говорите. которые... Подождите, Музмахмад, давайте договоримся. Мы вам микрофон никогда не выключали, не выключаем. Вы можете говорить все, что хотите. Пожалуйста, можете ругаться, харкаться, плеваться. Но давайте не материться все-таки, мы же взрослые люди уже. По крайней мере, вы уже взрослый человек, вам где-то под 70 лет. Мы прекрасно знаем, кто вы, что вы, где находитесь и откуда вы вещаете. Вам сейчас включают микрофон, ругайтесь, выражайтесь, но только без мата и без нецензурной брани, пожалуйста. Литературным языком можете говорить, что хотите. Я и выражаюсь языком фактов. Констатация факта – это не оскорбление, это не брань. Я выражаюсь на вашем же, на понятном вам языке, на вашем собачьем матном. Вы только матом ругаетесь, говорите, вернее, не ругайтесь, а говорите. Да, я с нормальными, да, цивилизованными людьми, собеседниками, на цивилизованном языке, на человеческом, общепринятом,
на русском, на чеченском, на ингушском, я ингуш, на арабском, на английском могу говорить часами, но, как я вижу, вы собеседники, да, не из того рода, а вы из породы женомужеподобных существ среднего рода. Хорошо, И так, вот Абердин, Сабан, Тукуа, Хен, Лохкар, у вас, как ваш ученый, сученый Дарвин определил вас, вы же как бы прогрессировали из породы приматообразных, да, породы животных, да, обезьян. Человек как бы, ну, похожим на людей, ругаться да, пришли? но вы Всё, мы вас не выслушали. прогрессировали до Да, рода можно зачитать суру человеческого. и аят из Корана? Вы не Пожалуйста, мы прогрессировали во до рода времени ограничены. человеческого. Музмахамад, Подожди, долгая вы говорите, что вы Ашкот. не включаете, не перебивайте, дайте досказать. Да, Я ну сейчас быстро договорите, закончу. пожалуйста. Да. Если Мы не будете зачитаем суру перебивать, я аят нам быстрее некогда, мы свою просто речь изучаем закончу. религию. Я свою речь быстрее закончу, если не будете перебивать. Говорите, И вот давайте. вы не прогрессировали, да, не дошли до той стадии, до людей, Homo sapiens. Вы Homo primatos и mutantos. И вот ваш ученый Дарвин ошибся. Всевышний Творец, таковых, как вы, например, которые не стали из рода человеческого и не остались из породы животных, то есть обезьян, и которые остались между ними, приматообразные, да, существа среднего рода, оно. И вот он таких, Аллах, Всевышний Творец превратил свиней, собак и обезьян. А это просто вид, ученый, этот вид Дарвин ошибся, не ошибся, а специально. Сделал хитрую по-бедовски, да. Он познал, что это так, что Творец так называемых, да, обличий людей, безнравственных, неразумных. Имам Алим Султана, Латвия. Превратил, да, обратно в животное, страну. Нельзя оскорбить, назвал вас животным. Оскорбить животных. Вы не животное, животное это творение Всевышнего, Творца. Нормально, живет себе, да, в своем мире, своими правилами, да, это животное, это существо. Абсолютно, да, ничего не имеет. А вы не из рода человеческого, да, людей, вы не люди, вы лохчи, лохами останетесь, обрушившиеся, да, манкурты, как назвал Чингиз Айтматов, да, сказал, манкурт. Чуть по-навски специально, да, не зря вы сами себя именуете шишанами, и вас тоже по всему миру знают. Шиш бутылка, вы поклонники, исламофобы, как ваши предки, пацаны, пидоры, да, поклонялись бутылкам, фалам и лизали, да, богини, живой богини Тушроли, которая у вас сидит, у вас сидит, никнеймом Тушроли, живая богиня, и лизали ей клитор. Вот ваши традиции. У вас был институт первой брачной ночи у чеченцев. Это пишет этнограф Бунакаев вас. Они писают, говорят, что вашего князька какого-то, он свою невесту подложит под калмыцкого хана. Да. У вас есть еще институт студийного вождь. Вы принимаете любого чужака, принимаете, да, свою породу, свой сброд, и называете его чеченцем уже истинным чеченцем. Да. Горите ясно, в тени своем, горите, вас видно, да, насквозь.
Отче наш, ишь на небесе, да Четко, ясно, видно вас. Вот смотри, на расстоянии, в дневном свете, на расстоянии. Если человек из глаз не может увидеть на расстоянии, да, определенно, да, километр, два. Но в темноте, мысленно того, смолы освободился. вас видно за 1000 километров. Ясно. Вот здесь эти тени, ваш примат, освободился. Мухаммад, Вот что Ирш Мавала, почем больше Мавала, вот вот Ген Мавала. язык определитель нации, да, состоящейся нации. Язык. У вас даже язык не сформировался. Вы животных называете божки. Да. Так же божки. Вени види выходит вперед. Тут царство на русский в переводе. Вени види вышел на пол корпуса вперед. И у вас есть позиция, да. Нога Вени види. Финансируем его себе на вот. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Вот. Господи, помилуй, это придет, здравствуй, Теперь, Соня. Да теперь, будет воля Твоя, на небесе, Оша, я вышло. Айсон вышло. уже мы оставляем Божьим нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Из породы, да, рода, немецкого рода, Воронго, Эрсина, Луна, Эрсина, Это Чубилла, он, Вени, Чубилла. Эрсиной, Луной, Ворондой, Иша, Иисус Христос, это Давай уже опять я Мачер Галяла. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, принять власти Твоей, об Отцу, да будет Вени, нормально, победа, Айнегион. А хаят, но. Но надо отдать должное, надо отдать должное. Но надо отдать должное, я признаю, Галгай Орстой Музмахмад, он не ругался нецензурной бранью. Он выражал свои мысли на нормальном человеческом языке. Ругался, конечно. Спасибо и на этом Бога, Да. на этом Спасибо и на Бога. этом. Вот я за это его благодарю. Да. Добавьте Бога, пожалуйста, вам слово. Маршал думался, что хасхите эфирген, Вени видео. Вообще, дате саат, да, уже на бош. Ханюч, аж рубош, аж варсош там. Мысленно оправдывать, видишь. Ханчо. Да, вообще, иман, да, халделла бог, да, маршал формат, марш бог. Был в Мекке Медине, сделал полуголым там ходил, отвез арабам деньги, приехал без денег, карманы пустые, вообще без трусов вернулся. Там пристраивался к чужим женщинам, а ко мне пристраивались чужие мужчины. Но я выдержал напор и натиск и вернулся все-таки. Главное, живой вернулся, Веня. Да. Музмахмазу, ингушскому нашему брату, Галгай Орскому Музмахмад, вам, вы же наш офицер. Музмахмад, вам, лично вам, Музмахмад, маленькая музыкальная композиция. Аллах рейсхилахи. Ради Аллаха, русского раба, нашим русским офицерам всех национальностей, господа офицеры. Халате, Веня, глоте, любые это. Музмахмад, молодец, Музмахмад. Он все-таки не ругался, и поэтому мы ему 30 секунд. 30 секунд музыки. Офицеры. Господа офицеры, пожалуйста. Вам. Господа офицеры. Ладно, дорогие друзья. Для тех, объявите, Вени, для тех, чей мундир не запачкан был, да? Для тех, кто не вернулся. Музмахмад руку тянет сейчас. Галгай Орско. Кстати, интересно было бы узнать его мнение. Орско это все-таки ингуши или чеченцы? Музмахмад, вам включаю микрофон, пожалуйста, объясните нам, вы ингуш, Орско или чеченец?
Говорите, Оштхо, Мусмахмад. плод от плоти, всеми фибрами, всеми клетками, да, ингуши, Оштхо. А вы лохострой, лохчи, сброд лохчи. Вы всех казаков, евреев, жидов горских, всех Ваша, принимали. Вы манкурты, бичи, бывшие ингушские челяди. Вы бывшие бич, бывшая ингушская челядь. Единственное в числе и бывшие ингушские челяди, которые были нахами когда-то ингушами и стали сегодня, да, деградировали, стали, блядь, обрусели, обчечились, обтюречились. Ваш тюркский язык, да, чеченский литературный язык, самый тюркоязычный тюркский язык, то есть база тюркская, а слова перенятые у нахов. Мусмахмад, а вы между собой долбились там только, да? Ваш тохкум, ваш юрт, алхан юрт, хоси юрт, котом, курятник, голден, говорят, грязный, курятник грязный. Вот, вы даже не сформировались как люди, как этнос. Язык у вас еще не сформирован. Вы грызетесь между собой, друг подружку погоняя. Существа третьего рода друг друга говорят, но я просто переначал. Друг подружку, потому что вы существа третьего рода, онные. Мусмахмад, а вы между собой долбились? Зуддик. Ответь на вопрос. Примат, можешь давай подискутировать со мной, да? Чисто, да, на деизме. Вы дискуссии, Юрий, дискуссии. Да, чаю, дилер, эхайся, давай дискутировать больше. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Вашего пацана. Рабы хозяина, да, Эли, Адели, видите? Лей, силой, рабыни Ханши Бахубике, все вы были по-таварски, нуцалши, ваши предки платили дань, выбрали как хозяйку аварскую нуцалшу и платили дань. История зафиксировала, да, архивные документы, да, все это подтверждают. И вы никогда не уходили от этого. Сегодня Кадыров имеет власть, да, и снимает архивный хехот, Всевышний дал вам Всевышний справедливый. Я на месте Кадырова еще больше делал бы, да? Он хорошо делает, снимает благодаря и сажает на бутылки, потому что вы бутылочники, фалопоклонники. Вы никогда не были мусульманами. Никогда. Даже Берже писал, фиксировал, что вы не были, в принципе, мусульманами. И Шамиля предали. Вот это комплимент, вот это. Никто, не осетинские даже его, это наибы, а именно чеченские, 15 наибов его первым предали и перебежали. И поздравляли, когда хватили имамы. Вы никогда не были, вы клялись, вы хитро выебанные, вы клялись на Коране, ваши предки клялись на Коране Аллаха. Мы такие, да. Ты христианам говоришь, христианам на их каналах говоришь, что ты протестант, христиан, принял христианство, когда тебя спрашивают. Через 10 минут ты идешь на свой канал, открываешь чат, ты говоришь, что ты язычник, деист. Агностик, как там? В исламе же нет нацизма, национализма. Мужского в исламе же нет национализма. Пока тебя не вычислили, ты в маске сидел, сука. Пряталась за маской. И сейчас ты там голос себе сделал, да, переделал, как грозный голос. А у тебя жизнь у тебя. Как у бабы, у гея. Мы выключили микрофон нашему другу, нашему гостю, нашему брату, мусульманину Галгай Орстхо Мусмахмад. Мы ему дали выговориться, чтобы наши слушатели знали, с чем нам приходится и с кем нам приходится работать. С больными из больницы Халифат, которая находится на территории оккупированной Чеченской Республики. Так что, дорогие мусульмане, чеченцы, ингуши, чеченоговорящие, не чеченоговорящие, ингушеговорящие,
войнаха говорящий. Пожалуйста, вам хороший экземпляр, спесимен, как говорится. Смотрите, думайте, размышляйте, делайте правильные выводы. Вот до чего вас довела русская православная исламская идеология великого арабского араба-бедуина Музмахмада, который разрушил 360 идолов в Мекке. Да, и это вся секта ислам, это секта одного араба-бедуина, насильника-маньяка, бандита, педофила, который насиловал, убивал женщин, детей, брал в рабство, продавал, и все ему поклоняются, даже его имя они не боятся сказать, не делая ему салаваты, возвышая его, да, как бы в глазах ему выдуманного им же Алляха. Так, дорогие друзья, мы что хотели вам сказать, мы во времени ограничены, хотелось просто зачитать все-таки напоминание нашим мусульманам, что все-таки это религия... Насиха, да, самое главное. Как вы знаете, ваш покорный слуга вернулся из хаджа, из умры, маленькой умры, большого хаджа, держал пост Рамадан, и поэтому с очищенными помыслами, душой вернулся. И хотелось бы напомнить нашим мусульманам, что все-таки Камасутра, Коран содержит очень много хороших для педофилов сур и аятов. Один из аятов, зачитаем вам суры и аяты, сура 52, аят 24, чтобы мусульмане знали, что их ждут в раю, арабском выдуманном раю, в борделе, вот этом всем развратном, распутном, маленькие жемчужные мальчики. Значит, сура 52, аят 24, от Тур-гора, 24 аят и 49, и чтобы они знали, к чему они готовятся. Я вот когда ваш покойный слуга поехал в Мекку и в Медину, когда я пешим ходом прошелся от Мекки до Медины и с Медины до Мекки обратно, не на верблюдах, а пешком, но был в караване, конечно же, и пил верблюжью мочу, и умывался ею тоже одновременно. Имеет очень хороший эффект. Ни одна мошкара, ни один комарик, ни одна мушка на меня как бы не клеилась и не летела, потому что я вонял просто и источал запах верблюжьей мочи на сотни тысяч километров. И поэтому, как бы, я там, будучи вот в одиночестве каком-то, знаете, в своем интеллектуальном, скажем, хотя был окружен многими арабами-бедуинами, я представлял, как я попаду в этот рай к маленьким жемчужным мальчикам. Я понимал, осознавал всю ответственность, которую я несу перед исламской умой, перед чеченцами в том числе, что я должен донести правду, чтобы они знали и готовились к этому раю, что там их ждут жемчужные мальчики, маленькие мальчики. По заветам ихнего Музмахмада, и продолжателем дела Музмахмада Джеффри Эпштейна, потому что Джеффри Эпштейн на этом острове установил законы шариата, кстати, да. Он действовал по канонам и по пути именно этого Музмахмада. Он занимался тем, что совращал маленьких детей. Да, абсолютно верно. И мы, чтобы мусульмане понимали, когда они говорят Эпштейн это ваш мусульманин. Он установил законы шариата. Он создал этот рай, выдуманный арабский рай, к которому все мусульмане готовятся, на земле. И со всего мира собирал этих педофилов, чтобы им показать, какой на самом деле рай исламский. Исламский, вот именно бордель исламский. И вот этот вот исламский рай-бордель, который он там установил, совращая и насилуя маленьких девочек и детей со всех стран мира, чтобы наши мусульмане не забывали, к чему они готовятся, когда они говорят шариат, ислам, чтобы они понимали, что там их ждет вот такой вот рай. Мы зачитаем суру 52, аят 24, в переводе Эльмира Кулиева. Это от Тур-гора, 24 аят из 49, там написано, их будут обходить их юные слуги, подобные сокрытому жемчугу. А как мы знаем, жемчуг – это коннотация к детородному органу женщины. В арабской именно идеологии жемчуг, он относится к промежности, женской промежности. Тафсир от Абу Аделя. И обходят их обитатели рая юноши, которые прислуживают им, которые по красоте и чистоте своей подобны жемчугу, хранимому в морской раковине. Тут сразу же идет параллель к морской раковине, труднодоступной, влажной, которая находится между ног. Это даже в арабских стихах философии так написано, они описывают именно женские половые органы в морской раковине. Значит, тут идет аналогия к заднему проходу маленьких мальчиков. А тут сразу толкование от Ас-Саади.
Читаем. Их будут обходить их юные слуги, подобные сокрытому жемчугу. Их будут обходить молодые слуги, которые прекрасны, как нетронутый жемчуг. Значит, девственные мальчики. Они будут прислуживать им и делать для них все. Вот смотрите, читаем снова эту фразу. Они будут прислуживать им и делать для них все необходимое, а это указывает на то, что в раю верующих ожидает множество удовольствий. Множество удовольствий. И полное умиротворение. Это было толкование от Асади. Толкование от Ибн Касира. Слова Аллаха. И обходят их юноши, подобные жемчугу хранимому. Здесь описываются слуги, которые будут прислуживать обитателям рая по своей красоте, чистоте и внешнему убранству. Они подобны сокрытому жемчугу. В другом аяте Аллах сказал: вечно юные отроки будут обходить их с чашами, кувшинами и кубками с родниковым напитком, вином. Но тут же есть еще сура и аят, который мы сейчас зачитаем вам, в котором говорится, что им будут подносить вино. Обратно же маленькие жемчужные мальчики не пробитые. Сразу мы переходим от этой суры и аята к суре 76, аят 19, чтобы люди, мусульмане, не забывали, что там полная педофилия, маленькие мальчики, задние проходы, непробитые жемчужные мальчики. Сура 76, аят 19, Аль-Инсан, человек, 19 аят из 31. Их будут обходить вечно юные отроки. А отроки это значит от 9 до 13-14 лет. Даже бывает от 7. Это старославянское слово, объясняющее, что такое отроки, чтобы понимали. От 7, скажем, до 13 лет. Их будут обходить вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. Как мы знаем, жемчуг в арабской литературе делает параллель с женскими половыми органами влажными, которые труднодоступны, и как бы они потом делают аналогию, что достают его из моря, из океана. Тафсир от Абу Аделя. И будут обходить их, прислуживая им, вечно юные отроки. И они такие, что если ты увидишь их, то из-за их красоты ты подумаешь, что они подобны рассыпанному жемчугу. Сразу же читаем толкование от Ас-Саади. Их будут обходить вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. Вечно юные отроки, сотворенные из рая, будут обходить праведников с яствами и напитками. Эти отроки не изменяются в облике и не стареют. Зачем? И остров Эпштейна Да, совершенно верно. Главное, совершенно верно. А эти отроки, они не стареют и не изменяются в своем облике. Они настолько прекрасны. Понимаете, что остров Эпштейна это просто прямой путь в рай арабский, музмахмадовский. Эти отроки не изменяются в облике и не стареют. Они настолько прекрасны. Да, совершенно верно. Вот иджма полное, знаете, согласие всех мусульманских исламских ученых. Прекрасно, что праведники, когда там будут заходить, или мусульмане говорят, вот, подумайте, об Эпштейне, это он по стопам Мухаммада, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, воплотил свои мечты и арабский рай в реальном мире. Так, читаем дальше. В облике не стареют. Они настолько прекрасны, что праведники будут сравнивать их с рассыпанным жемчугом. Воистину, они будут испытывать совершенное наслаждение. Даже отроки, которые прислуживают им, прекрасны настолько, что один взгляд на них доставляет удовольствие. Это значит, оргазмирует, экстаз, полностью сексуального удовлетворения, как у педофилов. Они есть на самом деле педофилы. Любой мусульманин, когда он говорит, я мусульман, значит, он принимает педофильскую религию, насиловать маленьких девочек, маленьких мальчиков и мечтать о педофильском рае, борделе. Камасутра Коран только об этом и пишет. Они входят, понимаете, если в мире на вам задают вопрос, вы мусульманин, говорит, да, я мусульманин, здравомыслящий, цивилизованный, образованный человек скажет, так, он, значит, любит насиловать маленьких девочек, 6-летних, 9-летних, любит насиловать маленьких мальчиков и мечтает об педофильском арабском рае, который им проповедовал арабский педофил Музмахмад, бандит, убийца и насильник из 7 века. Понимаете, вот сразу нужно думать об этом. Любой цивилизованный человек, когда вы говорите, я мусульманин, он говорит, это потенциальный педофил. Значит, мусульманин это потенциальный педофил, убийца, насильник и маньяк, который признает все это. И который мечтает об этом. И который молится для того, чтобы попасть в этот бордель. Даже отроки, которые прислуживают им прекрасно настолько, что один взгляд на них доставляет удовольствие. Они входят в их жилища, не причиняя неудобств их обитателям, и приносят все, что они просят и чего желают их души. Читаем тафсир от Ибн Касира. Слова Аллаха. Их будут обходить вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг.
Обитателям рая будут прислуживать райские юноши, которые никогда не состарятся, останутся вечно молодыми. Взглянув на них и на их свежие лица, красивый цвет кожи, одежду и украшения, зачем маленьким жемчужным мальчикам одежда и украшения? Это вопросы риторические, на которые должны отвечать все люди доброй воли, а также мусульмане. Одежда и украшения, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. Обратно же прямая аналогия, ссылка на половые органы женщины, важные половые органы женщины. То есть, когда там есть очень хорошее описание женских половых органов, есть суры, аяты, которые мы потом вам зачитаем, показывая, как они и женщин описывают в своем Камасутре Коране. И за рассыпанный жемчуг. То есть, когда ты увидишь их прислуживающими и выполняющими необходимые дела, то из-за их многочисленности, прекрасных лиц, благородного вида одежды и украшений на маленьких мальчиках жемчужных, бачи-бачи, сразу перед глазами должна у вас представать картина афганских бачи-бази и арабских вот этих вот маленьких мальчиков, которые они на своих вечеринках совращают и насилуют. Это все по Корану, между прочим, это шариат. И украшений, маленькие, от 7 до 13 лет мальчики в украшениях, в хороших одеждах. И украшений, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. Это самое лучшее сравнение, потому как нет ничего приятнее для глаз, чем любоваться рассыпанным жемчугом в красивом месте. А тогда сказал, у каждого обитателя рая будет 1000 слуг, и каждый из них будет заниматься своим делом. Значит, услаждать своих хозяев, так называемых людей, попавших в рай. Тут же сразу мы вам зачитаем про то, как в раю можно будет пить вино. Вот, смотрите, сура 52, аят 23, значит, полная пьянка гушбан, как говорится, оргия, увеселительные напитки опьяняющего характера. Сура 52, аят 23, от Тургара 23, аят из 49. Пожалуйста, запишите и проверьте. Я прошу наших мусульман, особенно чеченоговорящих, Новчиш, Дехарду, Боалина, Харда и Язды, да, вот, да, деши, шеки, там, цали, хасар, это выше, кача, тажим, кекшу, метта, йошумби. Сура 52, аят 23. Сура Шоустрей, Шитох, сура Душун, Айкол, аят Душун. Турлам, Хайкол, аята, Шоустрей, Ис, аят Чукнир. Читаем. Они будут передавать друг другу чашу с вином. Зачем? Они же говорят, в нашей мирской реальной жизни вино запрещено, все опьяняющие вещества запрещены. Но тут же у них в Камасутре и Коране сразу тут же мы имеем суру аят, который говорит о том, что можно будет пить вино. Читаем. Там много чего, это просто одни из сур и аятов читаем, потому что все это читать у нас времени сегодня не хватит. Сура 52, аят 23. Читаем. Они будут передавать друг другу чашу с вином, которая не принесет ни празднословия, ни греха. Значит, ты можешь там напиваться до потери пульса, до упадка своего сознания, пить, наслаждаться, делать все, чтобы твой разум был опьянен, но это не грех. Это не грех. Они будут передавать друг другу чашу с вином, тут так написано, которая не принесет ни празднословия, ни греха. Значит, ты пьешь там и не грешишь. Но в земном нашем мирском мире они что-то говорят, что шариат запрещает. На самом деле они ничего не запрещают. Но всегда табу отдельно. Они будут передавать там друг другу кубок с райским вином. Не бывает пустословия от него, от этого вина. И побуждение к греху. Значит, все, что ты говоришь, это правильно, и все, что ты делаешь, это тоже хорошо. От райского вина не пьяняет и не уменьшается рассудок пьющего. Значит, какой бы ты пьяным там не был, твой рассудок всегда нормальный. Потому что все, что ты делаешь, это хорошо. Толкование, полный разврат, разгул страстей. Толкование от осади. Они будут передавать друг другу чашу с вином, которая не принесет ни празднословия, ни греха. Вечно юные отроки будут обходить их. Обратно же, они же объясняют и напоминают о том, что даже когда ты пьяный, вокруг тебя будут вечно юные отроки. Вечно юные отроки будут обходить их с кубками и кувшинами, наполненными вином и прекрасным нектаром. И праведники будут пить их и предлагать друг другу. Они не будут говорить вздор и бессмыслицу, и не будут вести греховные беседы, потому что все, что они говорят, это уже грех сам по себе, по сути своей. Но это в раю не считается грехом. И не будут вести греховные беседы. А когда люди избегают празднословия и зла, их речи становятся искренней. Они будут искренне в своих высказываниях, потому что они пьяные, не то, что у пьяного на уме, у человека, у трезвого на уме, у пьяного на языке. Становятся искренними, добрыми, чистыми. От них на душе становится радостно и светло. Именно такой будет жизнь в раю распутной.
жизни будет в раю. Счастливые обитатели, которые будут с любовью, относиться всегда любовь, приятная для глаз, относиться друг к другу, обращаться друг к другу самыми нежными словами. Они даже могут друг с другом совокупляться, потому что там все эти гомосексуальные отношения тоже они приветствуются. И слушать сами нежными словами, и слушать восхитительные речи своего Господа, которые будут свидетельствовать о его любви и благосклонности. Пожалуйста, если кому интересно, читайте Тафсир Ибн Касира. А тут мы сейчас вам расскажем, как они будут находиться в этом районе. Они будут лежать друг напротив друга. Сейчас вам дадим номер. Номер этой суры и аята, чтобы вы потом читали. Вот смотрите, сура 52, аят 20. Вот полный бордель, оргия, совокупление, безнравственность именно в человеческом понимании. А в арабском понимании это все нормально. Это все о том, о чем мечтал Музмахмад в своей жизни и чем он совращал всех своих арабов-бедуинов. Для того, чтобы нападали на других арабов-бедуинов, которые не принимали его вот эту вот секту, именно его секту араб-бедуина, единственную секту его араба-бедуина, чтобы ему поклоняться. Потому что даже если мы читаем «Ла илаха иллаллах Музмахмадар Расулуллах», это значит, нет Бога кроме Аллаха, а Музмахмад его пророк. Потому что всегда надо поклоняться Музмахмаду. Сура 52, аят 20. Сура 52, аят 20. Сура 52, аят 20. Сура 52, аят 20. Запишите, проверьте. Шоустай щитол. Сура Душун 12, аят Душун. Шоустай из аят. Тут написано. Они будут прислонившись, это бордель, как они там будут находиться в раю. Они будут, прислонившись, возлежать на ложах. Все вот эти, которые мусульмане в раю. Но никогда там нету ни женщин, ни матерей, ни дочерей, ни сыновей. Всегда блядство, распутство и совращение малолетних детей. Но никогда, ни в одной суре, ни в одном аяте не будут упоминания ни матерей, ни детей, ни дочерей, ни братьев, ни сестер, ни двоюродных сестер. Только для того, чтобы жениться на них. На двоюродных сестрах. Это да, упоминается. Но чтобы они были в этом раю, именно в составе своей семьи, чтобы там люди наслаждались этим раем. В арабском рае такое, это Музмахмадовском, по крайней мере. Они будут, прислонившись, возлежать на ложах, выстроенных в ряд. Значит, все в ряд выстроились, друг на друга смотрят, как в казарме на этих кроватях. Двухрядных, трехярусных, четырехярусных, двухярусных. Они лежат и музджахиды, друг на друга смотрят и наслаждаются маленькими мальчиками. Они будут, прислонившись, возлежать на ложах, выстроенных в ряд. И мы сочетаем их с черноокими большеглазыми гуриями. Ну, про гури есть отдельные аяты, сегодня мы не будем зачитывать. Мы их зачитаем потом. Чат-бот, кто есть, кто хочет добавить, пожалуйста, можете добавить, высказаться. Мы на сегодня именно то, что хотели зачитать, чтобы напоминание о рае, к которому стремятся все мусульмане, чтобы они понимали, зачем они едут в Мекку, Медину, что они там творят, что они вытворяют, зачем они тратят эти деньги, зачем они молятся, эти ракаты делают, первая сура 7 аятов, чтобы понимали, в какой рай они стремятся. Мы закончили. Это было маленькое напоминание. Пожалуйста, кто хочет что добавить, вы можете говорить. Даже мы можем Музмахмаду включить микрофон, но, к сожалению, уж ваш покорный слуга выключает свой микрофон, у всех микрофоны включены, можете говорить. Хорошо, ладно. Если никто не говорит, тогда мы сегодняшний эфир закончим. Шумбях мобил, хоми махкой, хоми, ладу махкой. Ахула даула, расширенный юрой. Шулаца бош, шир, эфирировый, талежный, зажимлаться долой боды веч. Дойди хадди сихту, да, мулашу, дисин, ашнац, мой коми, док маршал, ду, чего бак, киркит мишбу, хазахет, дук кукиди нахбу, вайтехе. Даггар, шей, дагады, дюйч, кираться, кышо, пусал дина, леца, угаскаш, вайтахбибом, болханца, вайгаскаш, вайвахта, дагар, пусал дин, шулани, вайледиш, вайхелписера. Дук кукиди нахтехе, цадок баркалду. Дейл реза хулиш, он дашбак кичар, кичар, да ходу, и тахи кичар, да ю, кичар, да бу иницкий горы, халир, де, хали кичар, да ю, сюдер вай кичар, да, вай типик, что чурана, ценник, хазник, бокдек парис дез, яш биттаца дез, талеш дина вай, пикмиш бук вай солболь, хат редкиш, что тигина, вай тебе туша, цархарня хапнес, дахлюша, кираца клюш, он даш, вай бак кичар, вай иза, شيء نيسر خوش يكيرم شيء نتشو تشبوس الدين ثاني هر الله خليش هرب الله خليش كيرة بين عادة بين خوجة بين شوفش بين كيرة بين دقع الوقت مش مرتون در ويتا على جدينا بيتسن وي حاول دقو ناخ بوهر ناخ فرمات وفاستن بركل فرماتين لا وفيندتين لا إبراهيم لا
bir yerden boş. Mesela o duk boy, nokçı er boy. Devreyiz koşan. Haruk. Evet sedi. Çıkaz er boy. Ortak boy. Avşak et. İbodek. Dadü çıkıyır sıkmış. Şu mesela barkıl. Devreyiz koşun. Mesela. Del ya hebiyet güya. Hoki geçer boy. Bodek. Dak oldu. Ve hok. Boçkır hok. Boç. Hok. Nasıl şu et. Gidiyor haruk. Gidiyor haruk. Maar ook die mensen die willen nog een boesel die de bos. Want wij aan die met je dat ze echt wij mensen dus dat zo'n mensen biologisch van als je kwetscht als je heel als je mensen die wij te coachen wij mensen zo'n. Je gaat echt een messenger testen vinden die na parmak corona wow luur hadden Ibrahim Tesla Sumat Erdan Nusmu Kriegsraum Sancho, Kibeş dukmukçuga, şu masana dok borkolu şu, da ya haber kiyoy, da dikençti kaşlo da marş kulütüyor, da ya haber kiyoy. Hadi kör şu marş olması. Hadi gidelim.